движении. Мы в движении. Мы в движении. Всегда в движении. Активные, инициативные, видящие цели и идущие к ним старшеклассники и студенты ярко и задорно рассказали о себе и своих достижениях, поделившись планами и идеями со сверстниками на районном фестивале первых «В движении вместе». Уже во второй раз фестиваль собрал представителей первичных организаций российского движения детей и молодежи. Это подведение итогов первичных отделений, где выявляются самые креативные, самые смелые, самые активные с гражданской позиции наши дети. Движение первых расширяет горизонты деятельности для молодежных объединений. Присоединяясь к всероссийской организации, дети и подростки получают возможность раскрыть свой интеллектуально-творческий потенциал в полной мере. За минувший учебный год была проделана колоссальная работа. И достижениями ребята и девчонки по праву могут гордиться. В этом году у нас очень много участников приняли участие в республиканских, всероссийских конкурсах. И они развиваются. Очень много конкурсов и проектов, которые именно способствуют индивидуальному развитию и групповому сплочению наших активистов, всех движений первых. Всероссийская организация была создана указом президента страны Владимиром Путиным в 2022 году. Среди первоосновных задач и целей организации – воспитание и развитие детей и молодежи, а также создание условий для плодотворного и полезного досуга. В Алданском районе интенсивное образование первичных ячеек началось чуть более года назад. Иногда первых называют внуками пионеров. Современное движение продолжает традиции молодежной организации Советского Союза. Конечно, это объединяло разные возраста в Советском Союзе. И в конечном итоге получался очень достойный человек в Советском Союзе, который нужен был обществу. И здорово, что дошло у нас до того, что мы придумали вот это движение первых, которое объединит много, а то и все движения нашей молодежи под единым крылом, под единым лозунгом, под единым направлением. Присоединение к всероссийскому движению первых открывает ребятам возможности участия в конкурсах, олимпиадах и слетах различных уровней. Кроме того, молодежь может создавать собственные движения и клубы по интересам, а также представлять проекты на получение районных, региональных и федеральных грантов. Движение первых, я так скажу, дает очень много возможностей для детей любого возраста. То есть с 1 класса по 11 класс очень интересно погружаться сюда вновь и вновь, открывать новые конкурсы, новые челленджи. Движение первых включает в себя 12 векторов деятельности. В числе основных направлений – научно-техническое, спортивное, военно-патриотическое и художественно-эстетическое. На центральные позиции в отдельно взятом учреждении выходят те или иные направления, в коих успехи и достижения ребят особенно весомы. Так, отряд волонтеров-медиков школы с углубленным изучением отдельных предметов хорошо известен жителям города и района. В микрорайоне Солнечном школа была открыта в 1986 году для детей-строителей Байкало-Амурской магистрали. И сегодня внуки железнодорожников сохраняют сложившиеся почти 4 десятка лет назад традиции. У нас в школе в основном идет патриотическое направление, у нас есть театральная студия, мы там стараемся в этом участвовать. И у нас есть школьный музей, посвященный первопроходцам Байкало-Амурской магистрали. Историко-культурное направление в 9-й школе является лидирующим, но не единственным. В настоящее время дети и подростки массово присоединяются к отряду юнармии. Популярностью у подрастающего поколения пользуются боевые искусства. На базе школы действует секция Федерации карате Докиуки-Шункай. Сама хожу, знаю, что это такое. У нас очень развивается, у нас ребята ездят в Владивосток, ездят в Москву уже. Ездили недавно, занимали места первые. У нас уже есть очень большие достижения в этом. В юнармии у нас только начинается все, и мы будем продолжать. Приходите к нам. Огромную работу по самым разным направлениям проделывают ученики Алданской гимназии. Внимание ребята стремятся уделять в первую очередь тем, кто особенно нуждается в помощи и поддержке. Мы занимаемся активной деятельностью как в школе, так и за стенами школы. Вот мы в данный момент проводим акцию «Помоги нашим бездомным друзьям». То есть мы собираем корм, проводим какие-то акции. У нас были акции добра, акции к Дню инвалида. Мы
проводим различные акции. Опять же, как-то пытаемся улучшить жизнь в школе во время уроков, во время перемен. То есть утренники всевозможные, это также все лежит на нас. Благотворительные проекты и акции гимназисты реализуют постоянно. И сейчас школьники готовят к воплощению в жизнь несколько интересных и значимых идей. Нашему подрастающему поколению, конечно, нужно было такое движение, которое объединяет, которое является призывом к действию. Молодежь всегда самая активная часть общества. И хотелось бы, чтобы активность ребят, активность нашего подрастающего поколения была направлена на добрые дела, на хорошие поступки, на верность Родине, чести и долгу. Следует отметить, что сегодня ряды первых пополняют как школьники, так и студенты. Между тем, в зоне их ответственности качественно иные виды деятельности. Но вообще движение первых у нас занимается непосредственно развитием разных сфер деятельности, как не только для детей, но и для взрослых в принципе. Я как студент Южно-Якутского технологического колледжа, я обучаюсь в Нерингре, я состою в движении первых, находясь в другой немножечко ветке. То есть это федеральная программа «Профессионалитет». Я являюсь амбассадором. Я развиваю это движение не только регионально, но и на республику. То есть мы часто ездим от движения первых на различные конкурсы. Мы ездим в Москву, в Казань, в Новосибирск, Санкт-Петербург. То есть идет огромная такая программа по развитию сфер деятельности, которые нужны молодежи именно. То есть я, по крайней мере, представляю сферу медиа. Фестиваль первых в движении «Вместе» совпал с юбилеем Центра дополнительного образования. В этом году он отметил 5 лет. В 2019-м в своих стенах Центр объединил ресурсные организации, работавшие при школах города и района. И именно на его базе сегодня действует районное отделение движения первых. Центр дополнительного образования – это тот самый такой магнитик, который притягивает активистов, различных детей по разному направлению. Как раз-таки движение первых и работает по разным 12 направлениям. В Центре дополнительного образования базируется Центр движения первых, для того, чтобы как раз объединять детей. Кружки, студии и секции Центра дополнительного образования посещают школьники и подростки от 6 до 18 лет. В воспитании и развитии подрастающего поколения педагоги делают акцент на формирование у ребят нравственных ценностей, патриотизма и любви к родине. Определенно патриотизм, любовь к родине, к флагу, к паспорту, да, как человека, гражданина, это должно быть на первом месте. И у нас это очень активно развивается, потому что и сам патриотизм, у нас очень много юноармейских отрядов, военно-патриотических отрядов. Успехи и победы у воспитанников Центра имеются по каждому из 12 направлений. Кроме того, на площадках различного уровня ребята достойно представляют как свои учреждения образования, так и район в целом. Недавно прошел «Белый олененок». Из всех номинантов, которые мы отправили на республиканский конкурс, творческий вот этот республиканский конкурс, у нас все стали лауреатами 1, 2, 3 степени. И коллектив Нижекуранатский, первый ряд у нас получил гран-при. В числе прочих, молодому поколению интересна сфера информационных технологий. Разработка сайтов, создание виртуальных игр и соревнования в киберспорте – эти направления не теряют популярности. Сегодня на базе Центра дополнительного образования проводятся муниципальные этапы ряда республиканских конкурсов. Коллектив Центра доп. Образования очень молодой, очень талантливый, креативный, который реализует много проектов и конкурсов, где получают огромное количество побед как на территории Алданского района, так и вне. Мы гордимся нашими детьми, мы наших педагогов чествуем и говорим сердечное спасибо за их потенциал, за их ресурс, который они передают нашим детям. К 5-летнему юбилею Центр дополнительного образования подошел с разноплановым опытом, весомыми достижениями и, конечно, с множеством идей и планов. Планов очень много только на развитие, и не только на развитие, но и на качество наших и педагогов, и подготовка ребят. Ну и в дальнейшем у нас есть такие небольшие секретики, новые открытия объединений новых. Вот, ну мы к этому движемся. Как в советское время пионерия принимала эстафету у октябрят, так и сегодня образована преемственность между первыми и орлятами России.
Ряды всероссийского движения, объединяющего учеников начальной школы, пополняются массово. Недавно на крыло встали более 50 первоклассников Алданской гимназии. В присутствии педагогов, товарищей и почетных гостей мальчишки и девчонки дали клятву хорошо учиться, делать добрые дела и гордиться своей страной. Мы, люди такого поколения постарше, ассоциируем это движение немножко с октябрятским движением. Вот то, что в те годы принципы, какие были вот у октябрят, дружба, единение, добрые дела, порядочность, хорошая учеба, ответственность, дисциплина, знание истоков своей родины, любовь к своему отечеству, изучение подвигов своих предков. Вот эти все именно качества мы стараемся закладывать в наших юных орлятах. Принятие первоклассников в Орлята России состоялось на торжественной линейке, посвященной Дню Героев Отечества. В этом заключалась особая знаковость события. Ветеран боевых действий, участник спецоперации Олег Бабич, присутствовавший на встрече в качестве почетного гостя, пожелал мальчишкам и девчонкам энтузиазма, смелости и больших свершений. Детям будут нашим, скажем так, определенные навыки привиты. Они будут понимать, что они не одни в этом мире, что есть коллектив, который с ними, есть организация, которая их поддержит. По себе говорю, что это было всегда очень приятно и почетно, когда нас принимали в мою еще молодость такие же организации в виде октябрят и пионеров. Юные орлята получили значки, символизирующие единство и традиции товарищества. На память о важном шаге мальчишкам и девчонкам были вручены тетради с портретами героев России. В свою очередь, старшие товарищи пообещали помогать ребятам во всем. Я бы им пожелал быть смелыми, ничего не бояться, открывать как можно больше для себя. В их возрасте им это нужно. Им нужно познавать мир, общаться с друзьями, слушаться взрослых, естественно, взрослые хотят только лучшего. В принципе, это азы, которые нужны будут им. Память героев, отдавших жизни за покой и безопасность страны, школьники и педагоги почтили минутой молчания. Финальной нотой торжественной линейки стало возложение цветов к мемориальной табличке, установленной в холле в память бывшего ученика школы. Виталий Сисменев погиб при выполнении боевых задач на Северном Кавказе. Отвага, самоотверженность и бескорыстное служение Отечеству – достойный пример для юных поколений.